в этом мире искал. Среди этих гор тоскливых о смерти все гласит, о рабстве, нищете. Остановись, певец, не оскорбляй слащавый напевом этот край страдания и труда. Край, захлебнувшийся в пучине волн кровавых, край, не видавший счастья никогда. Как стонет там в горах поток кипучий, как плачет там орел, и как шумит там лес. И ты уловишь в них протест, и немолчный, жгучий, все ждущий правды здесь, сияющих и небес. Остановись, певец, не оскорбляй слащавый напевом этот край страдания и труда. Край, захлебнувшийся в пучине волн кровавых, край, не видавший счастья никогда. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня, как вы догадались, мы в гостях у актеров всех ингушских театров, у последнего романтика Республики Ингушетия, у Мусы Чехиева. Привет, Муса! Привет, Заря! Муса, ты мог бы кратко рассказать о себе? Конечно, могу. Могу даже со школьной скамьи. Да, вот с этого места. Поподробнее. Учился я в Грозном, в 15-й школе. Был двоечником. Одним словом, всю жизнь хотел куда-то поступить музыкальное. В конце-то концов, эта мечта у меня так получилась, сбылась, но ненадолго. Сдал экзамены полностью в культпросвет. Прихожу я домой, хорошее известие у меня, я дома думаю, сейчас всех обрадую, скажу, отцу, мол, вот так поступил. А тут у меня собрались наши, старейшины наши, одним словом. Они у меня спрашивают, говори, куда ты поступил, кем ты хочешь стать? Я говорю, мол, так и так, культпросвет. Да ты что, Муса, ты что, вообще с ума сошел? Это же не наше, это не наше, уйди оттуда. Одним словом, как поступил, так и ушел. Они мне сказали, сельскохозяйственный техникум поступайте. Я окончил сельскохозяйственный техникум, пришел, положил диплом. Я говорю, я отучился. Все. Что, надо работать, говорит. Мать, работать надо. Я говорю, так я учился для вас. Нет, оно не нужно абсолютно. Одним словом, в любом случае, пришлось в мясокомбинате работать. После этого я приезжаю в Слепцовск, Дом культуры, у Мотива. А сейчас она взяла меня, мы организовали инструментальный ансамбль, и оттуда пошло, начали песни петь. Создали, хорошая была атмосфера, и вообще сам круг. Все хорошо пошло, и как-то, надо было в любом случае куда-то дальше идти. На этом одном останавливаться я не хотел. И смотрю, как-то, приходя на работу, смотрю,
там объявление такое висит. Я так посмотрел сверху, город Москва. И дальше. Ну там, такое Щукинское, ну, экзамены такие-то, там, басни, стихотворения. Да, все это дело. Я быстро, ничего не говоря, выучил это все. Прихожу, дома ничего не сказал. Одним словом, сдал я экзамен. И говорю, матерь, все, я говорю, я 25 августа уезжаю. Куда, говорит? И я поступил, мол, мне надо на учебу. Конечно, она мне не поверила. Ну и 25-го я начинаю собирать свои вещи. Не могу найти туфли свои. Туфли исчезли. Я не знаю, вы помните, такие белые такие тапочки были с дырочками. Одним словом, в этих тапочках мне пришлось лететь в Москву. Расскажи мне вот о своих самых любимых каких-то спектаклях, постановках. Если честно сказать, мне нравится роль Качкарева в «Женитьбе Гоголя». Я когда играю Качкарева, то есть я просто сам от него балдею. Бывает, когда человек играет, ему самому приятно играть. Вот тогда эта роль бывает такая, ну, легкая, игровая. Там можно чудеса творить. На самом деле в жизни ты ничего такого не сделаешь. А на сцене подурачиться можно как угодно. А зритель так скажет, да, на самом деле. Режиссер, наверное, так поставил. Все пинки идут на режиссера. Так у нас. Ты чувствуешь близость характера этого героя или как? Да даже не близость, это характер вообще у нас отдельно. Но мне интересно его играть. Он своеобразный, он как рыба в воде. Он такой шустрый. А мне интересно вот таких играть. Живого человека играть образ вот, интереснее, чем сыграть серьезного. Обычно у нас дипломный спектакль был из «Смеяков». И я там играл Гайтемира. Вот. А Гайтемир, ну, естественно, Гайтемир — это старый человек, одним словом. И начали мне давать постоянно стариков. Ну, хорошо, я сыграл его, надоедает же. И тут сразу мне дают дынкс, «Женитьбу Качкарева». Я такой молодой, и тут я отпустил себя и давай по всей сцене. Муса, вот ты играешь во всех театрах, как мы уже говорили, республики. Скажи, вот как-то различается игра в одном театре от другого? Это смотря какой режиссер поставит. Ну, как видит режиссер, так ты должен поступить, правильно? Ну, естественно, современники у нас ставят Ахмед Ленов. У него свое направление. Свое видение. Да, свое видение, свое направление. А вот Галаев Мурат в драмтеатре, у него свое видение. Галаев примерно очень хорошо может поставить грузинские пьесы. Ну, замечательно. Я думаю, даже у нас на Кавказе так лучшего буквально режиссера на чисто пьесы грузинских, наверное, не найти. Он хорошо ставит. И смешно, особенно у него хорошо получается комедии. Мне нравится, я не знаю, может, естественно, он многие ставил, «Трактирщицу». Сейчас недавно он поставил «Сихден Мярил». Люди до сих пор ходят на спектакль и с превеликим удовольствием смотрят. Ну, смешно, там жизнь буквальным образом. У Ахмеда на направление чисто классическое, но очень интересно, ну, с обоими режиссерами очень интересно играть. Здесь, если все режиссеры одинаковые были, тогда что это за театр? Это, если поставить один раз, да, примерно Гамлета, он всю жизнь будет таким же Гамлетом. Вот Ахмед поставил, в Тюзе поставил Гамлета. Там и кукольные, и куклы играют, и живой план идет. Мы ездили вот в фестиваль, город, ну, Грозный. Оценили, вроде бы неплохо, все хорошо. Муса, может, ты что-нибудь нам исполнишь? Хочешь, я песню тебе спою, студенческую? Это Этуш, казанская была у нас, педагог по мастерству. Этуш говорит: вы знаете, Владимир Абрамович, говорит, Муса для вас песню сочинил. Я говорю,
Конечно, я ничего не сочинял. Она взяла, ляпнула. Ну, я понял одним словом. Ну, говорит, а тот говорит, Муса, это правда? Я говорю, конечно, правда, отец. Конечно, правда. Ну, давай, я услышу ее там, когда будем в банкете. Понятно, Муса? Я говорю, все понятно. Так пришлось, короче, спеть. Ну, в течение 10 минут, короче, сочинили песню. Но музыка не моя. Где-то я слышал эту музыку. Это Этушу, да? Гитара пой, гитара плачь, последний раз. Преподаватели, вы порадуйтесь за нас. Под стук колес я вспоминаю свой Арбат. И мчит меня в Назрань красавица наш Карат. Под стук колес я вспоминаю свой Арбат. И мчит меня в Назрань красавица наш Карат. Зачет, экзамен, да и ГЭК все позади. На заранее любимый я увидел впереди. Театр миленький давно устал нас ждать. О-о-о. Так ведь на перроне ждет нас всех родная мать. Театр миленький давно устал нас ждать. О-о-о. Так и ведь на перроне ждет нас всех родная мать. Владимир Этуш, прощай, дружище, будь здоров. За кружком пивом вспоминай своих орлов. А мы сегодня выпьем досыта вина. О-о-о, так и ведь в Назране выпьем бочку за тебя. А мы сегодня выпьем досыта вина. О-о-о, так ведь в Назране выпьем бочку за тебя. Залин, могу я передать привет? Пользуясь случаем. Наверное, в Ингушетии меня многие знают. Так. Кегинах, ассаламу алейкум. Это вам привет от Мусы. Да, дуах долчу. Муса, или диха голгай металли дяха. Да, с чуточным, да, своеобразно. Ну? Не знаю, понравится тебе, нет? Сонам хатса, хамали, собулу басетбе, давляра хеллаве, ересино постове, диха сугар хайнево, диха бесама, диха гавасо хамдече, ересис ханаршсе, диха сугар хайнево. Их бесама, и боговысо хамдекче, или сисанышся, макян ехо, совол череда, макян досыр садама, и сажа злорыё, мархажа злые. Догадел хусы, догнцы. И сажа злорыё, мархажа злые. Догадел хусы, догнцы.
bol soğuttu Şekmeyalı ha Yugagiye azı ha Gene muhkada خديتي حويصك دنيا نشس حنان يا معو خلي بريتي شيحة دايم سيقل الشيء خديتي حويصك دنيا نشس حنان يا معو خلي بريتي شيحة دايم سيقل الشيء مكاني حب صوت شرنا مكان دسير سدما إيسا شاسلوريو مرخا شاسلوريو وقعدي الخصن دوغنتي إيسا شاسلوريو مرخا شاسلوريو وقعدي الخصن دوغنتي كيف ما قندورة Christus. Oh, die show. Joan. Biz merda, ué. Це хоч де такое артос из кварту ляц, деряц. Но как в пьесе доказ Гоголя, съездил, сагюлер дизам съездил, сагюлер, он ist Arabian горож, дай себя как машина сигналит, да. Сагюлер, хоз барк съездил. خاطع سبرتمش ضد بيز تيجي حدا مش ليه اللي بيسجونا اخ لقي سجل ازنك بوش خان بعد ده فدي زند представляешь عندنا у меня 3 спектакля было в Тюзе современники и в драмтеатре спектакль ну это Гамлета я должен играть Серден Миорелли и Гайтемира Физия, и Смиряков. Ну, короче, отыграл я Гайтемира, сему вот даже сразу же, да, перерываться, сему вот в драмтеатре Халахауса, я только успел переодеться и выскочить на сцену. И тут меня как понесло, текст Гайтемира. Текст بعد ولس وحبار حيزات يا اخو فلوس يا اخي вспоминаю черт побери гайтемировский текст сразу свою колью и да отыграл еле-еле прибегаю на Гамлет я уже стою в фиере у нас только начало короче Абиев Мага выходит и я первый выходим я стою вот так стою Латыш, я вспоминаю, так, и Флёдова Хасан Хадж Алсу, Вайтмерс, Флёд Алидер Хасан Хадж. Я только, а там все на русском языке, понимаешь, Гамлет. И я, зритель уже собрался, все нормально. И я вспоминаю, черт побери, Гамлет бьешь. Да, давайте сядем. Да, а может мы тоже сядем, мертвый камерга? Давайте мы тоже сядем. Ты представляешь, тут в Гамлете еще на ингушском языке. Ингушская версия. Вот тогда мы шедевр. Ну, история. Одна история вообще, Синтия Халырсман. В фиере медведя я играю. Это где-то или в Назрае, или в Нестерке, не помню точно где. Но факт в том, я там должен упасть на колени. Ах, грим физия изменится, это их костюм, да, сценический костюм. Но не всегда же постоянно, сколько лет уже, года-то идут, он висит. И
он лопнул. Ужас. Хуже. Я говорю, ну, сударыня, ну, последнее слово, если я сейчас уйду, то мы с вами больше никогда не встретимся. Прощайте. Не увидимся, прощайте! Прощайте, сударыня! Ну что вы, куда вы? Я говорю, ну. Сударыня! Фу, вы еще здесь? Уходите! Я обратно убегаю. Она говорит, ну куда же вы, постойте, да, я обратно прибегаю. Вернитесь. Ай, я вас Я тоже. ненавижу. Я говорю, я застрелюсь, черт побери. И только вот пистолет взял, только вот так. И представляешь, у меня брюки рвутся. Я в зрительный зал, и у меня брюки. Я стою. Сзади или калоши. Короче, полностью, одним словом. Какой Я там, по-моему, 1000 раз покраснел, то пожелтел, то почернел. А что бы я думаю, Господи, дорогой. Ноги, шах! А ну то, смотри, а будешь в ноги, вот тогда, зеркало, ха-ха. А вот они потом, ну, знакомые издевались надо мной, сволочи. А в зрительном зале было заметно или нет? Да, конечно, заметно, если я вот так сел. Я, мол, сволочь. Это все, почти всем актерам так бывало. Вам как парашютистам нужно проверять Наверное. свои костюмы перед вылетом. История валом была. Руха, если у меня феерия. Сценическим движением я всегда дружил. Но я еще в детстве в легкую атлетику ходил, 8 лет легкой атлетики дал. А у нас сценическое движение, а мне это легко уже, я 8 лет уже как-то освоил это дело, да, пластику, все это. И, ну, Щукин встал, он высокий был, он так встает и говорит, Муса говорит, давай, ты сможешь меня перепрыгнуть? Я говорю, да ради бога, что там, тебя перепрыгивать? Подумаешь, ерунда какая. 2 метра. Ну да, где-то 2 метра. А мата там, ну, вот такая дорожка, короче. И мне надо перелететь и через кувырок уйти. Встал Щукин, одним словом. Ну, разбегаюсь, я все нормально. Взял его, короче, перепрыгнул, кувырок сделал, встал нормально. Я говорю, ну что? Говорит, нормально, все хорошо. Руха, говорит, Руха. Клянусь, я перепрыгнул. Я говорю, прекрати, ну я к черту. Говорит, не, 100%, я знаю, Муса, я перепрыгну. Ну смотри, я говорю, делай как хочешь. И что делает Руха? Потом, когда он рассказал, ну, сам прикол в том, подлетает Руха. Хорошо, красиво подлетел, сперва вот так. Потом руки пошли вот так. Короче, он перелетел его. Но тот еще ших, нагнулся, короче. Вот так сделал, потом вот так. И летит прям на голову. Пикируя, да? Конкретно. Там японцы с авианосцами там близко не стояли. С американскими авианосцами там близко не стояли. И представляет головой. Тох, открыто. Тох, дыпс. Ну, конечно, все ингуши. Ха-ха! Короче, там было. Понимаю, у него сотрясение. Мы что, Руха Мэнга? Он видит, все смеются. Мы что, все нормально? Он делаешь мы что? А мне плакать охота. Чем делаешь мы? Я говорю, тебе говорил, потом рассказывает. А что, бля, говорит, когда я подлетел их, когда я уже летел, я так подумал, прыгать мне или нет? Прыгать мне или нет? Я говорю, дебил, ты уже в воздухе был. Долго он думал? Не знаю. Ну, на бошку он хорошо прошел. Так, ладно. Руха, амдадат, фунахал, Макдон. У тебя реально сотрясение было? Конечно, было. И вы смеялись? Ну, естественно. Ну, это смешно было. Это сценический бой, там фехтование, все вот эти трюки, все вот это же все вместе, это называлось сценическое движение. Там драка. Это уже какое-то каскадерское. Это спортивно, но на самом деле ты расслабляешься. Ты этому привыкаешь? Алила, я тебе говорю, вот, ты идешь только так. Сперва, конечно, тяжело, даст, тяжело, а потом уже, когда тело уже у тебя привыкает, ты без этого жить даже не хочешь. Танец, знаешь, как мы сдавали? ГОС.
танец мы же терпеть не могли. Танец мы любили, да, разговоры, мы танцевали, но станок для нас это был все. Станок, я что-то. Обычно егиш халышку, ты, когда уходить, они туда, мы сюда, сюда, короче, туда, сюда, за ними. А что, последний этот педагог нам говорит, вы знаете, сперва сделают девочки отдельно, а потом отдельно мальчики. А Руха, ты же лучше всех знаешь, станок, давай. Руха. О, Руха. И все. Ха. Кто-то вот так, кто-то вот так стоит. Короче, сидите. Лето. Госэкзамен. Бесполезно, я говорю, дайте лучше танец. Но на танцах мы выехали, да. Станок мы терпеть не могли вообще. Да, все терпеть не могли. Чуть нас танец не убрали вообще. Хотели вообще запретить у нас танец. Типа аттестовать, да, вас? Нет, вообще, танцах нам сказали одеть лосины. Ах, вот хоть они ялхи, понял. Лосины жди их, а мы что думаем, между собой, непонятно, ми одачу. Азюха, гяцерас. Ну, конечно, пацаны, короче, одним словом, постпресс-твер. Короче, телефон тихо, постпресс-твер. Там как раз на Урбиеве Руслан, Далгеш Рулса. На Урбиеве Зайтов, Тимурия, Беков, Ибрахим. Короче, Хабяхкар. Там спор идет по полной программе. Мы Руслан. Я Руслан, Ай, в Петербурге должен, лосиныш, ты ханю, хочешь, ханю. Я как гниста, я губаться, да что она, схату, нет? А с этим хайз дела, я Руслан, ханю, хосхан, могу, я лосиныш, туда лыки, я арсека. Одним словом, ты харе, история, там что я верховен. Короче, тхонцоди, так, короче, к волцу положи. Ты уходи, я волку должна, Руслан, когда волку. Я Руслан, ты уходи туда-сюда. От Москвы ездил, давай, Руслан, уходи, да, урока не будет. Я отказываюсь, я сделаю педагог Гудха. Васильевич Гудх. Что у вас здесь за споры, Анны? А мы рядом, ректорат, короче, у нас кабинет. Раз зашел, говорю, это что здесь, ребята, случилось? Чего вы кричите? Отец. Беспредел, я говорю. Беспредел буквальным образом. Что говорит? Лосины, говорит, одевай. Лосины я не одену, поэтому я... Хотите отменять танец? Не могу. Так, хорошо. Единственный один курс ингушский имеет право одеть черные брюки. И белый верх. И белую рубашку. Да. Ты представляешь? И лаковые туфли еще. Ты представляешь? И все буквальным образом приходят. Черные брюки, на пуговицы до сюда, здесь узел, в белых рубашках и старые. И так весь танец мы так и знали. И было замечательно, никто не жаловался. Это уж был с нами вообще как. На самом деле, как отец. Ханзувала, Владимир Абрамович у нас не было. Сейчас даже, когда видим, отец, отцов и все. Вот, недавно мы-то не знали, короче, у него, кажется, жена умерла. Это даже на нашем выпускном вечере у него жена умерла, он на выпускной вечер пришел и ушел. Шалярка. В любое время в Москву, когда приезжаем, мы в Щуку идем, мы спросим, да, ингуши здесь. Все, короче, одним словом, останавливает физия свои занятия, учительскую с нами и давай. Туваларс, знаете, почему у меня в ректорате еврея нет? Почему? Почему, отец мой? Потому что я сам еврей, а два еврея в ректорате – это все. Это пожар. Вот поэтому у меня в ректорате нет евреев. Муса, у тебя есть какое-нибудь любимое стихотворение или монолог какой-нибудь? У меня
Есть одно любимое. Это вообще посвятили Высоцкому. Я ее, знаешь, в каком-то журнале, вот точно не помню, какой журнал был, в журнале прочитал. Ну, вот это стихотворение. Вот один-два раза я прочитал, все, я так и выучил. Наизусть у меня так получилось, сразу я выучил. Она быстро ложится в голову и все. Спасибо, друг, что посетил последний мой приют. Постой один среди могил, почувствуй бег и минут. Ты помнишь, как я петь любил, как забивала грудь. Теперь ни голоса, ни сил, чтобы губы разомкнуть. И восклицает слово на тень былые времена. И хриплый мой магнитофон влюбляется страна. Я пел, грезил, я многое успел, какую женщину любил, какую женщину любил, каких друзей имел. Прощай, Таганка и кино, прощай, зеленый мир. В могиле страшно и темно, вода течет из дыр. Зачем все дышишь и живешь? Зубами, брат, держись. Когда умрешь, тогда поймешь, какая штука жизнь. Спасибо, друг, что посетил приют печальный мой. Мы все здесь узники могил, а ты один живой, а ты один живой. Хороший слова там, да? Очень. Муса Баркал для Ариас Халбу очень много узнала о тебе и вообще. Баркал Шуана. Мне тоже приятно было посидеть, поговорить.